мы сегодня благодаря Zoom, да, запись вот включена, единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив вас приветствует. Этот вебинар нет звука у Алены Ивановой. Может быть, мы следующий слайд покажем. Ален, посмотри, пожалуйста, на слайд. Верхневилюйский, отлично, добрый день. На слайд посмотрите у тех, у кого сейчас отсутствует звук. Это может быть по некоторым причинам, воспользуйтесь нашей подсказкой. Пока голос за кадром, хочу сказать, что это мероприятие у нас проходит в рамках проекта «Ресурсный центр Арктика», кстати, поддержанный фондом президентских грантов. Вот обещала отправить ссылку в Минюст. Минюст тоже хочет сегодня к нам присоединиться. Прямо сейчас отправляю ссылку в Минюст. Так, всем остальным, я надеюсь, очень рад, что многие включили свои видеокамеры и камеры своих телефонов. Это нам помогает активно взаимодействовать вместе с вами, так как зрительный контакт для нас, как выступающих, как экспертов, он достаточно важен. Поэтому кто может и кто хочет, можете включить камеры, мы вас всех видим, и для нас это очень важно. И мы очень рады, что все присоединились к нам. Коллеги, слышно хорошо, видно хорошо. Еще раз сделаем проверочку связи. Алена, удалось, да, звук подключить? Да, слышно. Отлично. Да, сейчас мы на время попросим у вас выключить микрофоны, чтобы не отвлекаться. А потом, когда у нас начнется серия вопросов и ответов, мы с вами можем, да, общаться и посредством микрофона в том числе. Ну, давайте следующий слайд, Дмитрий. Значит, сейчас вначале представимся мы. Вешникова Ольга Анатольевна, генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СОНКО развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия, и Куприянов Дмитрий Михайлович, эксперт-аналитик, администратор и, собственно, начинающий, можно сказать, эксперт в области именно проектирования. Отлично. Ну, вот здесь еще вы хотели что-то сказать насчет знакомства? Да, вот, пожалуйста, мы бы всех попросили написать в чате ваше фамилия, имя, отчество, какую организацию вы представляете, вашу электронную почту и телефон, чтобы мы могли с вами активно взаимодействовать. Мы отправили бы вам запись нашего вебинара, постараемся также отправить вам презентацию, как только мы ее подготовим, нужный понимаемый вами формат. И это как раз поможет вам в дальнейшем при написании ваших проектов опираться на нее и, собственно, писать очень хорошие проекты. В чате, пожалуйста, вот так пропишите, наши коллеги это все запротоколируют и запишут у себя. То есть сейчас заходим в чат, коллеги, пишем фамилия, имя, отчество, какую организацию вы представляете, желательно телефон и электронную почту. Если вы хотите, чтобы мы вам отправляли наши рассылки, эту видеозапись и другие методические рекомендации, которые нужны и при проектировании, при управлении проектов, при развитии вашей организации и так далее. Я думаю, мы не первый раз с кем-то встречаемся, а с кем первые мы хотели бы эту дружбу надолго. Да, ну, так или иначе, мы все равно сможем вам друг другу дать что-то новое, что-то это. Учитесь не только вы, но и, собственно, мы сами. Да. Ваша обратная связь нам тоже достаточно важна. Да, вот. И, собственно говоря, переходим уже к теме. Не забываем представляться в чате. Тут еще есть, кстати, внизу реакции, да, это ладошки и лайк. Если кому-то что-то понравилось, не стесняйтесь, давайте будем учиться коммуникации, ну что делать, и в режиме онлайн в том числе. Значит, у нас
такая сегодня тема от идеи до президентского гранта. Я бы, наверное, хотела сейчас, ну, наверное, коллеги представятся. Чат недостаточно пока активен, и прямо очень прошу, пошли, молодцы. Чуть попозже мы с вами еще, почему вам нужно овладеть чатом, потому что мы будем играть здесь в игры, мы будем писать, отвечать на вопросы письменно, и порой я буду задавать вам вопросы, вы должны будете поставить единичку или крестик, хорошо? Поэтому нам нужно чуть-чуть сейчас еще и поработать с компьютером или с телефоном. Значит, основные этапы первого конкурса 2021 Фонда президентских грантов. Стартовал конкурс у нас 1 сентября, и мы рекомендуем подать заявку, мы всегда это говорим, и Фонд президентских грантов. Сами мы редко когда выполняем эту рекомендацию, понимаем, что некоммерческие организации нужно время для того, чтобы структурировать свою заявку именно, да, и понять, какой проект мы направим до 8 октября. В этом случае у вас будет возможность исправить технические недочеты, если они будут выявлены фондом. Прямо приходит обратная связь. Вы понимаете, да, что нужно зайти на сайт фонд президентские гранты.рф, регистрируйтесь там, вам придет письмо со ссылочкой и зарегистрирует вашу заявку первую, и вы начнете уже официально вбивать свою заявку на конкурс Фонда президентских грантов. Завершение приема заявок, дедлайн 15 октября. Остался ровно месяц, учтите. Мы сегодня с вами, потому что остался ровно месяц. Мы тоже пишем заявку. Кто к ней приступил? Вопрос. Мы сегодня это выясним, кто приступил. Но объявленные результаты конкурса будут до 15 января. Коллеги, я хочу обратить внимание. Это сейчас что происходит на самом деле? Вот этот 1 сентября до 15 октября, так будет. Я вспомнила, где я его видела. Коллеги, звук выключите, пожалуйста, спасибо. То есть с 1 сентября по 15 октября так будет каждый год, не будут варьироваться уже сроки подачи заявок. Второе, будут всегда объявлены результаты до 15 января. Уже 2021 года также будет Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов, сказал, что также будет и в последующие года. И начало реализации проектов вы сможете не так, как раньше, да, там у нас был июнь, июль, август и так далее, 1 февраля, все, по факту начала финансового года. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, к чему я хотела бы сейчас вас призвать? Вот когда мы участвуем в конкурсах, мы сейчас поговорим про проект, мы поговорим с вами про заявки, но надо понимать, когда мы участвуем в конкурсе, есть правила игры. И чтобы изучить правила, нужно прочитать положение, методические рекомендации и пройти обучение. Вот среди вас наверняка есть получатели уже грантов, главы города Якутска, главы Республики Саха-Якутия, Фонда президентских грантов. И я хочу сейчас вас попросить в чате поставить единичку, кто из вас получал гранты Фонда президентских грантов. Именно Фонда президентских грантов. Именно Фонда президентских грантов. В чате поставьте единичку. Так, есть. И я поставлю, потому что мы получатели. Так, есть. Виктория есть. Хорошо, Андрей. Давайте мы еще поставим плюсики, может быть, те, кто... Двоечку. Двоечку, ага, поставим те, кто участвовал вообще в конкурсах Фонда президентских грантов. Но пока еще не выиграл. Да, но пока еще не выиграл. Тогда ставим циферку 2. Вот, посмотрите, да. Здесь среди нас сидят опытные люди, и не надо, наверное, сильно заострять внимание, но у нас есть разные с вами слушатели. Так. Есть 1, 2, есть двоечка. Согласна. У нас тоже были случаи, когда мы не получали, и я ставлю 2. У нас такое было. Все честно, да. Да, отлично. Не всем.
Хорошо, Да. то есть есть те, которые участвовали, и мы видим, это здорово, кстати. Значит, вы правила игры приблизительно представляете, но я все-таки еще раз хочу вас отослать к положению, к методическим рекомендациям. Правила не изменились. Единственное, что сказал Илья Чукалин в своем очень хорошем вебинаре, посмотрите его, он здесь не указан, 2 сентября, на YouTube-канал подпишитесь, пожалуйста, Фонда президентских грантов. Спасибо, коллеги, мы увидели. Да, ну и тогда троечку уже поставьте те, которые ни разу еще не подавали свои заявки в Фонд президентских грантов. Поставьте троечку, и мы поймем, что у нас есть новички, которые, ну вот просто вот сейчас стартанут. Отлично, процесс пошел, мы видим. Спасибо, коллеги. 3. Вот, троечки пошли. Еще не подавали. Мы Отлично. видим практически равное количество, Дмитрий. Да, это Да? очень хорошо. Вы у нас аналитик, Да, сразу видно. Это дает нам как раз возможность работать и определить, какие у нас есть группы, и с какими группами, как нам надо будет в дальнейшем отрабатывать. И вот как раз те, кто отметили троечки, пожалуйста, вы фамилия, имя, отчество, свои контактные данные оставьте для нас, чтобы мы смогли уже вам целенаправленно помочь именно с вашими проектами и с заполнением ваших заявок на сайте. Совершенно верно, Дмитрий. Во-первых, мы проходим онлайн-марафон. А посмотреть на YouTube-канале Фонда президентских грантов, а также у нас есть свой YouTube-канал, подписывайтесь, вы увидите эту запись и предыдущие. Смотрите, 4 сентября отличный вебинар был. Вы смотрели, Дмитрий? Да, я посмотрел этот вебинар, на самом деле очень хорошие эксперты со стороны Фонда президентских грантов их проводят, они так понятно, доступно объясняют. 7 сентября уже был вебинар, 9, 11, и смотрите теперь, сегодня стартуют практические онлайн-тренинги по разработке социального проекта. Сегодня в 10 по московскому это через 50 минут, с 4 часов по нашему мы времени. Постараемся до 4 завершить, ну, возможно. Будем Там тоже наверняка будет запись, и смотрите, только отличники, которые посетили все вебинары онлайн, и которые посетили несколько практических онлайн-тренингов, будут допущены 5, 7, 9 октября до групповых консультаций. Следующий слайд. Значит, мы должны ускориться. Направления известны. Их 13, они есть на портале «Президентские гранты ФП». Следующий слайд. Девчонки должны сейчас свои уставы, домашние задания, если можно, мы вам сейчас дадим. В уставах вы должны открыть и посмотреть свои цели. Может, обратно вернемся? Да. И найти ту цель, которая соответствует направлениям. Иногда мы, некоммерческие организации, хотим спасти все человечество. Но когда мы открываем свои уставы, мы видим, что мы можем с вами двигаться только в сфере образования, в сфере соцзащиты, например, да, и в сфере здравоохранения. Поэтому мы не можем с вами писать экологический проект или проект, допустим, межнационального и межрелигиозного согласия. Очень внимательно, потому что на это будут смотреть эксперты. Следующий слайд. А вот сейчас нам придется немножко поиграть. Да, нам немного надо отойти. Те, которые поставили единичку, двойку, тройку, все мы, да, сейчас должны ответить на такой вопрос. Из чего состоит социальный проект для вас? Сейчас задание такое. Зайдите в чат, посмотрите Менти. Тут ссылочку активную надо, может быть, сделать или нет? Она, по-моему, и так активная, по идее. Ссылочка Менти. Надо зайти вот на этот, значит, сайт и нажать вот такой пароль. 772-115. А мы можем ссылочку активную сделать или нет? Леонид. Сейчас попробуем еще. Нельзя демонстрацию пока выключить, да? Ага. Так, вот. Собственно, что сейчас будет происходить? Берем Менти, вот эту ссылочку копируем, заходим на портал menti.com. Попробуем. Да, и мы сейчас параллельно с вами. И набираем вот этот пароль. У кого получилось?
и отвечаем на вопрос, из чего состоит социальный проект. Ну, давай, Дмитрий, покажем. Так. Пишем, что-то напишите. Из чего состоит социальный проект? Еще раз, заходим на сайт «Ура, получилось». Допустим. Так, проблема, цель, задачи. Отлично. Идея. Кто-то, какой-то отличник написал проблема, цель, задачи. Здорово. У кого получилось зайти на Menti? На английском все. Но вы туда вбивайте только 6 цифрок, 772 115. А, на английском. Ну, В верхней строчке напишите по-русски мгм. слово, которое вы считаете, что из этого состоит социальный проект. Коллеги с единого ресурсного тоже помогаем. Так. У кого получилось зайти? Покивайте. Значит, копируем ссылочку menti.com. Заходим на этот сайт. Через ваши браузеры. Через ваши браузеры. Вбиваем 772 115 и пишем. У кого получилось? Так, а у единого ресурсного центра нету никаких, да, идей? Вот, надо здесь маленечко подумать. Хотя это, О. пошло, ура! Команда, ресурсы. Давайте цель, посмотрим. Это не мы придумали, это вы написали. проблем Да? социальных. Так, отлично. Так, команда, раз. Проблема, цель, задачи, два. Ресурсы, идея. Вошли, вбейте вот этот паролик, который стоит. 772 115 и напишите в первой, что вы считаете состоит в социальном проекте, какая-то составляющая. Из проблем социальных кто-то пишет цель. Еще подождем. Так, шикарный Так, ресурс. Проблема. Так, ага, неплохо. Команда. Оп. Так. Ресурсы. Отлично. Кто-то Ресурс. пишет, что шикарный, сейчас даже процитирую, Юлия, да? Ресурс для придумывания названия проекта, да. Да. Посмотрите, это вы делаете, это не мы, это не волшебство. Население, вклад. Мгм. Появились задачи, появилась целевая группа, очень хорошо подметили. Так вот, я хочу сказать, что для фонда президентских грантов все начинается, как они раскрывают социальное проектирование с целевой группы. То есть все начинается именно с тех людей, которым нужна помощь, да, или есть какая-то проблема. И это могут быть люди, ну, кстати, я могу, если мы шире смотрим, то это же могут быть и животные, да, это могут быть и у нас составляющие природы в том числе. Экология. Это может То есть быть первое у нас, хотя у нас красным стоит проблема, и я, когда читаю курс по проектированию, я всегда про проблему. Но вот именно фонд президентских грантов нам рекомендует сосредоточиться на целевой группе. Допустим, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И мы уже начинаем рисовать проблемы, которые вокруг этих людей, которые с этими людьми. От этого мы ставим цель, и здесь мы несколько раз видим с вами, аж 3 раза я вижу, нет, Да. 4 раза цель. Действительно, мы проблему этих людей, целевой группы, форматируем в цель, переформулируем в цель, ставим перед собой конкретные задачи для того, чтобы достичь эту цель. Для этого нам нужно провести, я здесь пока не вижу, ряд мероприятий, нужно что-то делать. Нам нужно что-то делать для того, чтобы достичь цели или решить наши задачи, да? И после этого мы получим, есть у нас здесь слово «результат». Так, результата конкретно не вижу. Я пока не вижу, Да, но мы с вами должны в проекте четко понимать конкретный финальный результат.
который будет количественный и который будет качественный. А вот если мы говорим про команду, то это то, что нам помогает в проекте. Да, в заявке команда нужна, руководитель, Да, организация заявителей. организация заявителей. Но если мы говорим про наши проекты, все на английском, а вы там просто в строчечке одной напишите на русском свое слово, и все. Ну, можете и на английском, в принципе. Можете на английском Да, в написать. принципе, и это мы прекрасно поймем. И оно здесь у нас проявится. Так. Ну, собственно говоря, вы согласны, что мы с вами понимаем, что такое социальный проект. Единственное, мне здесь не хватило результата, потому что все наши действия, они должны приносить какой-то эффект и результат. Иначе вот так может получиться, что у нас будет проект ради проекта, да, или действие ради действия. Ну, как вам это, кстати, упражнение понравилось? Вы можете в реакции написать, здесь есть внизу реакции, вы можете либо лайк поставить, но тут нет дизлайка, если не понравилось, тогда напишите, что не понравилось. Давайте следующий слайд, мы, наверное, перейдем. Отличная, мы сейчас не видим Нет. презентацию. Презентация у меня не видна. Так, ну-ка. Странно. Так. Тут кто-то другой включил демонстрацию. Да, кто-то включил Да. демонстрацию. Надо... Михаил Сивцев я видела. Это кто? Да. Вот, Михаил, мы вас видим. Вы, пожалуйста, выйдите из демонстрации. Вы на зелененькую нажали, да? Да, мышку наверх поднимите, пожалуйста, Михаил. Там наверху есть завершить демонстрацию. Мышку наверх. Вот, отлично, спасибо. Отлично, спасибо. Вот мы с вами учимся взаимодействовать в эфире, это здорово. Значит, мы поняли все. Здесь вроде бы понятно, но давайте, что такое социальный проект с точки зрения фонда президентских грантов. Да, это комплекс действий и мероприятий. Это у нас будет в календарном плане, и мы встретимся с вами на следующей неделе в это же время и во вторник тоже, да. 22 сентября. Лекторы будут чуть-чуть другие, конечно. Но будут другие эксперты с нашего центра, и мы будем говорить про мероприятия и про бюджет. Значит, комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение целей и получения заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы. Проект ограничен, и вы написали верно, ресурсами, временем, вы там поставите сроки, территорией и командой. Следующий слайд. Вот это уже наша схема, структура проекта. Можете ее сфотографировать. Я считаю, и для меня это вообще, мы называем это рыба проекта, скелет проекта. Это тот скелет, на который нужно, грубо говоря, нарастить мясо. Это вот такая схема, которая, если мы с вами сейчас поймем, то мы эту технологию сможем использовать везде. Там, иногда я рассказываю, что социальный на территории своей – это проект. Дать образование детям своим собственным – это проект. Да? А поехать в отпуск – это проект. Да, решить, изменить жизнь к лучшему на территории, на которой я живу, это тоже проект. Поэтому вот примерно такая структура проекта. Это наше предложение. До этого мы вам говорили про предложение фонда президентских грантов. Но суть одна. Следующий слайд. И опять мы с вами не расслабляемся. Мы сейчас будем заходить скоро к Менти. Смотрите на чат. У нас та же ссылочка, да, Леонид? Ага, смотрим в чат и отвечаем на вопрос. У нас вопрос вышел. Второй включите. Как вы думаете, почему некоторые заявки не получают поддержки? Не выигрывают в конкурсах те, кто поставил двоечки, или им за заявки этим НКО ставят низкие баллы? Почему? В чем причина? Если там даже вы заходите и на английском,
вы просто пишете, и давайте мы попробуем с вами тоже написать. То есть Menti, заходим, опять те же циферки у нас. Спасибо за ваши координаты, Ольга, мы видим вас. Сейчас мы опять заходим в menti.com, вбиваем 772-115 и отвечаем на вопрос, как по-вашему, почему некоторые заявки не получают поддержки, не выигрывают в конкурсах и ставят низкие баллы? Задача и цель не совпадают. Написали сюда. Хорошо, а можно в Menti? Почему? Нет, мы другое пишем. Да, хорошо. Что, как вы считаете? Так, ну, Почему? у меня достаточно много интересных мыслей на этот счет. давайте. Некоторые из них могут быть верны. Нет некоторые из них- логики, отлично. Пишем, Дмитрий. Ух ты, вот смотрите, уже быстрее мы компетенциями овладели. Численность людей небольшая. Да, если у нас завышен бюджет, допустим, мы просим 3 миллиона, а у нас в проекте участвует 300 человек. Эксперт может просто сделать 3 миллиона разделить на 300. Сколько получится? И получается, что на федеральный бюджет очень тяжелая нагрузка идет, а эффект очень маленький. Нет логики, не выстроена эта структура. И когда говорят, что цели не совпадают, да, или что там у нас не совпадает, цели и задачи не совпадают, сейчас в чате было написано, минуточку, задача и цель не совпадают. Ну да, возможно, здесь тоже, это про логику, не актуально, это тоже очень важно. Мы должны с вами быть информированы в нацпроектах. Мы должны понимать, какая проблематика сейчас в Вилюйской группе улусов, да, если это Вилюйская организация. Мы должны понимать, есть ли проблема бродячими собаками в Мирном. Мы должны понимать, есть ли сейчас в Якутске, вот я смотрю в окно, у нас задымление. Вот это прямо экологическая катастрофа, я считаю. Нужны пожарные дружины, нужно помогать, значит, в тушении пожаров, нужны профилактические действия. Вот это я прямо сейчас в окне вижу, что это актуально. Да, НКО информационно закрыто, отлично. И сейчас я помогаю одной организациям, консультирую и смотрю, как они разрабатывают проект, и вижу, что сайт работает, соцсети работают, но там недостаточно информации. Сейчас просто нужно, как это говорят инстаграмщики, накрутить. То есть все, что вы делаете, все ваши добрые дела, все фотографии, что было сделано на День города, ваши проекты в прошлом году, ваши проекты вчера и так далее, вы тоже должны их подсветить. Потому что один из критерий для экспертов – это информационная открытость организации. Не заполняем полные данные. Ну, если вы полностью не заправили, у вас не заполнили заявку, у вас даже проект не улетит. Он будет писать, что не 100%. Несовпадение с уставом, ну, про что я говорила, да, нужно вначале изучить, в каком правовом поле, какие цели вы преследуете. Чисто юридически, бюджет неправильный, тоже верно. Путаем данные. Вот тут не знаю, что хотел сказать респондент, но иногда отсутствие данных. Мы должны доказать, что целевая группа, наши люди реально в трудной жизненной ситуации. Им реально нужно горячее питание. Вот здесь у нас присутствует Ирина Борисовна, да? Вот нужно горячее питание людям, попавшим в кризисную ситуацию, бездомным. Вот об этом речь, понимаете? И нам нужно доказать, сколько сейчас приблизительно людей, может быть, нам управление соцзащиты даст эту информацию, может быть, мы где-то прочитали в газетах, может быть, заммэра о том, сколько приблизительно в Якутске у нас людей без определенного места жительства, нуждающих в различных мерах поддержки. Понятно, да, что самое главное выстроить логику, но еще я все равно советую пройти обучение. А давайте посмотрим теперь, спасибо за ваши ответы. И хочу увидеть реакцию, нравится вам работать в Менти или нет. Поставьте, пожалуйста, реакцию вашу. Значит, давайте посмотрим, что у нас фонд президентских грантов по этому поводу думает. Включимся. Да. Вот смотрите.
Плюсик есть, отлично. Созвездие талантов. Мгм. Значит, заявители не умеют разрабатывать социальный проект. Первое. Многие реально работающие организации, они делают реальные вопросы. Пишите вопросы свои, так, реальные дела, реальные проекты, но они не могут сформулировать это в виде заявки. Вопросы можете в чат писать, мы на них позже ответим. Заявители не умеют писать заявки. Многие реально работают, реализуют проекты, но не умеют это просто-напросто оформить. Да? Дальше. Что еще? Какие у нас типичные ошибки? Сейчас вот так сделаем. Первое – это неглубокое изучение причин проблемы целевых групп, неумение сформулировать и обосновать проблему. Хочу сказать, что вообще для меня, например, это самое сложное – сформулировать проблему. Просто так сказать, что у нас задымление воздуха в Якутске, это еще ни о чем не говорит. Мы должны эту проблему еще обосновать. Нам нужны данные, нам нужны исследования, нам нужна аналитика, нам нужен, возможно, заключение эксперта. Неправильный выбор целевой аудитории проекта. Иногда мы хотим объять необъятное и выбираем просто всю республику Саха-Якутия. Но кто будет участвовать в проекте? Ну, все население республики. Это нереально. И потом еще четко смотрите, ваша организация, она региональная на всю республику, она муниципальная или она вообще наследная. И тогда вы не можете выйти за орбиту своей за свои рамки географии. Из-за пропуска этапа исследования и обоснования проблемы целевой группы не могут правильно поставить цели и задачи, коллеги об этом говорили, проекта, подобрать наиболее эффективные мероприятия. То есть логика вся срывается. Непонимание, как измерить результаты проекта, особенно качественные. Если мы по головам приблизительно можем посчитать, сколько у нас бродячих животных будут накормлено, стерилизовано, да, и которые не будут составлять угрозу жителям, допустим, города Якутска, то очень сложно качественно. Иногда пишут, ну, не будет собак. Но нет, не будет собак. Собаки будут всегда, да. А качество жизни, а безопасность как проявится, насколько ответственны будут граждане, да, которые будут знать, что прежде чем завести животного, мы несем за это ответственность и так далее. Непонимание про результаты, несоответствие масштаба, о чем я говорила, обозначенной проблемы и ее выбранного решения. Иногда мы хватаемся за глобальное, например, мы хотим стать Брюсами Уиллисами и спасти всю Вселенную. А в итоге получается, что нам в наследие нужно в рамках нашего устава несколько, может, следующий слайд. Сейчас я тут еще пару моментов отмечу. Дмитрий. Тут, видите, вот первая фраза у нас как раз стоит: неглубокое изучение причин проблемы целевых групп. В обучении федеральных экспертов, когда они нас обучали, они всегда говорят, что если вы правильно определили именно целевую группу и их реальные проблемы, то от этого уже, собственно, строится весь проект само по себе. То есть, если вы правильно это все определите, поэтому Ольга Анатольевна не зря говорит, что это самое сложное, и что даже мы не всегда это можем сделать правильно. Если вы это сделаете правильно, если это все будет именно четко, то, собственно, ваш проект, она сама ляжет в решении, собственно, как по логике, самого проекта. И, соответственно, вот по глобальности взгляда мы всегда говорили и будем говорить: мыслите глобально. Да, мы некоммерческие организации, мы это любим, но всегда действуйте локально, помните об этом. Это самое важное. Спасибо. Михаил Ефимович Николаев, кстати, любил говорить: думай глобально, действуй локально. Да. Так, значит, есть организации, которые делают хорошие проекты, но не могут облечь свои проекты в форму заявки. Четко должны понимать вот это разграничение, что такое заявка и что такое проект. И они достаточно очень сильно разнятся. Мы сейчас как раз об этом поговорим. Да, в качестве обоснования проблемы приводится только собственное мнение. Это про типичные ошибки сейчас, да? Не подкрепленные доказательствами, хотя они есть у организации. Еще раз, анкеты, исследования, данные. Если вы работаете в зоне помощи детям,
поднимите доклад уполномоченного по правам ребенка. Все, там в принципе есть по всем блокам. Если вы правозащитная организация, есть материалы уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия, РФ и так далее. Также вы можете подкрепить свои проекты указами, нормативно-правовыми актами, посланиями президента и так далее. Нацпроект, да, что вектор развития у нас сейчас такой-то, у нас демография, у нас ЗОЖ, у нас активное долголетие и так далее. Вот это все нужно подкреплять, потому что эксперт, он не может быть экспертом во всех областях. Ему нужно на пальцах объяснить, что реальная проблематика есть, и мы вам доказываем, что нужно действовать сейчас, кто, если не мы. Действие по принципу «чем больше, тем лучше». Авторы заявки выбирают много целевых групп, раздувают результаты. Я бы еще хотела сказать, очень часто я такое встречаю, что не только результаты раздуваются, но и бюджет раздувается. Да. Или наоборот, иногда для того, чтобы бюджет был завышен, тут же просто накручивают количественные результаты, но видно, что у организации еще недостаточно опыта работы, допустим, с 10 тысячами человек. Это не так-то просто. Причем стоит заметить, что это зачастую бывает именно бессознательно, что вот вы считаете, что да, вы это можете охватить, вы это можете сделать, и это достаточно легко, поэтому суммы сами накручиваются, мероприятия сами увеличиваются, из-за этого весь этот процесс выходит в такой глобальный проект, что не всегда это можно реализовать даже на уровне самого правительства, допустим, республики. То есть нам нужно вот, локально, да, и смотреть посильно, какая у нас команда, какой у нас опыт, и есть ли у нас те партнеры, которые могут нам помочь. И путаются цели с задачами, задачи с мероприятиями. Мы позже, на следующей неделе, будем говорить в календарном плане, что неспроста такую форму сделали, кто уже вбивал, знает, что календарный план проекта в заявке, он прямо пропорционально идет задачам. Поэтому вот у меня такой есть сразу лайфхак такой, в задачах должны высвечиваться все целевые группы. То есть если у нас обозначены волонтеры, люди в трудной жизненной ситуации и специалисты соцзащиты, значит, вот как минимум я уже вижу в этом проекте 3 задачи. Что мы делаем с людьми в трудной жизни, что мы делаем со специалистами и что мы делаем с волонтерами. И заявители не до конца понимают, как должна быть составлена заявка. Чтобы эксперт ее хорошо оценил, не разбирается в критериях оценки. Еще раз посмотрим положение, посмотрим условия, критерии отбора и критерии оценки. И тогда мы это могут быть наши коллеги или члены попечительского совета, там, да, или ваши партнеры. Дайте проверить свою заявку нам, коллегам, партнерам. Пусть они почитают с точки зрения экспертов. Следующий слайд, пожалуйста, Дмитрий. Вот это очень вроде бы сложная схема, но я бы хотела, чтобы она у вас была. В конце, когда вы заполните весь проект, и логика проекта ваша выстроится, а может быть даже до вбивания у вас уже есть проект, вам просто его осталось вбить, вы должны себя проверить по этому чек-листу. Он очень достаточно вроде бы как бы сложный, но на самом деле мы можем в 3-м нашем семинаре, вебинаре пройтись именно по этой схеме. То есть мы выбрали целевую группу, определили проблему, а после этого мы сформулировали цель проекта, поставили перед собой определенные задачи. Задачи должны быть четко, должны вести к конкретным запланированным мероприятиям при участии команды. Да? Все это должно при помощи привлеченного бюджета, ФПГ и софинансирования привести к конкретному результату. Вот вкратце это так, но здесь, конечно, нужно разбираться. Я бы хотела, чтобы вы вот это сфотографировали, чтобы у вас это было, оно просто на рабочем столе лежало. Это просто такая шпаргалка, что уже в принципе ничего не нужно. Только взять ваш упакованный проект
и в заявке показать именно так, как нужно по этой схеме. Следующий слайд. Здесь, знаете, что нужно понимать? Любой конкурс, да, это правила игры. И грантооператор, он заказчик, он заказывает музыку. Вот у них такие требования. Вот они хотят видеть ваш проект таким образом. Значит, мы, участвуя в конкурсе, какие бы мы ни были прекрасные, наши проекты чудесными, мы должны пойти на вот те условия, которые нам предлагает грантооператор. Следующее. Выбор целевой группы, территории, реализации проекта, обоснование проблем. Ну, сейчас мы чуть-чуть ускоримся, да, потому что вы это все можете и в записи посмотреть. Об этом во всех вебинарах говорит Фонд президентских грантов. Мы об этом также несколько раз уже рассказывали на своих вебинарах. Вы как раз можете их увидеть на записях в нашем YouTube-канале. Да, и как раз вот я хочу показать, у нас есть такой конструктор, мы разрабатывали социально ориентированных некоммерческих организаций, мы уже раздали все экземпляры. Да. Сейчас мы по проектам, мы сейчас будем делать тираж еще дополнительный, и тут есть такая книжка «Конструктор социальных проектов». Мы постарались в инфографике вот как раз про проектирование рассказать, но кто внимательный, тот на нашем сайте, сайт фонда «Семья для ребенка», найдет вот этот конструктор. Так, значит, мы конкретно должны обозначить в нашей заявке, кто конкретно получит пользу от нашей работы. Какие люди, группы людей. Следующий слайд. Вот прямо на картинках, смотрите, мы определились, что у нас стоит галочка, это будут люди с инвалидностью. Все. Вот у нас здесь присутствует НКО, которые раздают горячее питание, это их проект, это одно из их будет мероприятий, это их целевые группы. Вот здесь есть счастливая семья, которые оказали какую-то адресную помощь. Вот здесь есть организация, которая работает с бездомными животными, но мы конкретно определяемся, что наша целевая группа, допустим, наша организация, это люди с инвалидностью. Следующий слайд. И нужно понимать по географии, мы работаем на всю страну. Этот проект будет реализован в Российской Федерации, в Республике Саха-Якутия, в городе Якутске, в вашем родном поселке, в вашем улусе и так далее. Опять же, открываем устав и проверяем. У нас региональная, межрегиональная, таких мало, или городская, или поселковая наследственная организация. Следующий слайд. И мы не должны, значит, обосновывать проблему целевой группы лишь на собственных убеждениях и утверждениях. Вот нам вдруг показалось, что пахнет дымом. А может, дыма и нет у нас за окном. Кажется, мы не можем так написать в кратком, значит, описании проекта или в обосновании. Самый главный пункт, я считаю, это 7-й пункт заявки в первом блоке о проекте, обоснование проблем, актуальности, там написано проекта, да. Вот какие исследования были, собственные тесты, опросы, анкетирования, цитаты из СМИ, представители органов власти, официальная статистика. Вот я уже вам это сегодня говорю, наверное, 3-й раз. Да. Это, да, вот мы это еще не раз очень, об этом еще сегодня скажем. это важно. Следующее. Выявление причин проблемы целевой группы. Да, вот если мы четко одним предложением сформулировали проблему, то мы, есть такая, трансформация, способ трансформации проблему в цель. Допустим, мы обозначили проблему, большое количество безнадзорных животных в городе Якутске, которые угрожают жизни и здоровью жителей города Якутска. Вот проблема. Целевая группа у нас здесь, кстати, может быть как жители города Якутска, так и собаки. Так и собаки. Ну, да? Правильнее будет, скорее всего, даже жители города Якутска. Мы-то, конечно, спасаем их, но при этом мы не должны заниматься жестоким обращением с животным, поэтому мы берем на себя, допустим, наша организация, да, еще и заботу о животных.
мы изучаем эту проблему. И какие причины, почему у нас много животных? Раз, наверное, потому что люди безответственно к ним относятся, и нужна профилактика. Второе, почему у нас много животных? Наверное, потому что... Мало пунктов передержки этих самых собак, и, Да. соответственно, это мало какие И, организации. соответственно, должен быть пункт передержки, стерилизация, их кормление и уход. Третье, почему у нас много бродячих собак? Вопрос к той организации, которая пишет. Может быть, причина одна, может быть, две, может быть, три, но все это нас ведет именно к постановке целей и определению задач. Следующее. Вот, про целевые группы еще говорят, значит, благополучатели проекта. Это те, которые получат благо. О ком мы будем заботиться? О животных. А кто у нас сохранит здоровье, да, и безопасность? Жители города Якутска. Благополучатели. Но иногда в целевые группы входят волонтеры, которые нам будут помогать реализовывать проект. И иногда могут входить специалисты, которые будут нашими партнерами проекта. Да, а благополучатели это конкретно мы, вот видите, под прицелом человечек стоит в центре. Мы разглядываем эту целевую группу, мы ее изучаем, и мы определяем, что, допустим, вот только человек с инвалидностью, только трудная жизненная ситуация, или только, например, животное. Конкретные действия на конкретные группы. Да, и мероприятия должны быть направлены на решение проблем. Но здесь будем говорить еще в следующем семинаре, да, следующий слайд. Да, и, конечно, вот опять мишень. Мне нравится эта презентация фонда президентских грантов. У них все очень четко, психологически, мне кажется, поставлено. И здесь нужно смотреть в цель. Цель у нас, как вы считаете, напишите мне в чате, пожалуйста, сколько должно быть целей в проекте или может быть целей в проекте. На ваш взгляд, нужно помнить о том, что цель проекта всегда измерима, достижима и конкретна. Сколько целей может быть в проекте? Да, кто нас внимательно слушал, в принципе, уже может сказать достаточно правильные ответы. Ну, я не хочу сказать, что неправильных ответов нет, но в рамках нашей деятельности некоммерческих организаций. Вот один, максимум три для меня загадка. Три или одна это максимум. Еще есть варианты ответа? Ну, мне кажется, Эдуард представляет достаточно мощную общественную организацию. Три, пишет Андрей. Так же, как и Андрей. Чем больше, тем лучше. Таланты, созвездие талантов пишет, чем больше, тем лучше. Каждый раз, когда вижу такие ответы, считаю, что у нас некоммерческий сектор очень сильный, могучий. Да, ну вот смотрите, на мой взгляд, вы можете со мной поспорить, все-таки проект у нас вот, будет рассчитан не больше, чем на 1,5 года. Он может быть и меньше по срокам. Но за это время мы с вами, некоммерческая организация, ну, средняя, если у нас не 100 человек в штате, не так много волонтеров, мне кажется, мы можем достичь только одной цели. Да, мы можем решить, давайте следующий слайд. Мы можем поставить несколько задач. И давайте мы сейчас здесь напишем, сколько задач вы считаете может быть в проекте. Вот по моему мнению, больше одной цели, а здесь, кстати, ответ уже, все, можете не писать. ФПГ говорит не более 5 задач. По мне так не более 3 задач. Вот когда коллеги нам написали 3 цели, да, я могу сказать, что это, конечно, возможно, но это тянет на государственную программу Республики Саха-Якутия. Не, ну тут стоит отметить, что некоторые некоммерческие организации как раз занимаются же, они находятся на обеспечении как раз бюджетных средств, помимо, получается, тех средств, которые они могут выиграть в конкурсах, и они могут решать от 1 и более до 3-4 Вы сейчас целей. говорите о деятельности НКО, а я говорю про проект. Вот поэтому в проекте должна быть все-таки одна цель. Если вы ставите 2 цели, тогда это возможно. Это возможно. Это возможно, вот 2 да. я ну, как бы вижу. Но тогда при этом вы должны умудриться это все соединить с не более 5 задачами. Потому что когда видно, что в 10 задач ставят, и в этих задачах, знаете, что мы видим?
чаще всего. Это мероприятие. Например, задача такая, провести фестиваль. Да. Это не задача. Это больше мероприятие. Если у нас цель помочь людям, которые остались на улице, то у нас в задаче будет оказание всесторонней поддержки, да, это и накормить, и юридическая помощь, это социальная помощь, отвезти туда, где помогут, сориентировать и так далее. А если мы будем говорить только, значит, мы фестиваль, только какое-то одно мероприятие, то это точно не задача. Вот следующий слайд. И сразу хочу сказать, такая подсказочка. В задаче должна быть проявиться все целевые группы, да, мы говорили. Ну и, соответственно, это должно быть связано с результатом. То есть, сколько целевых групп у вас? Допустим, 3. Если у вас 3 целевых группы, то меньше 3 количественных результатов у вас не может быть. Да. Все эти целевые группы должны в результатах проявиться. Какое количество людей ощутят позитивные изменения после осуществления вашего проекта? Чем подробнее это будет, тем лучше именно для вашего же проекта. Да, сколько волонтеров приняли участие в вашем проекте? Как много, какое количество специалистов помогали вместе с вами людям, которые, допустим, остались на улице. Качественный результат – это конкретные изменения, которых вы добьетесь. Иногда очень сложно, особенно в социальных проектах. Говорят, социальный эффект, он отложен. Вот мы реализовывали проект очень сложный. Медико-социально-трудовая реабилитация алкогольно зависимых родителей. И нам было очень сложно сказать, что из 100 женщин, которые употребляют алкоголь, к концу проекта у нас, значит, 60 будут иметь устойчивую мотивацию к трезвой жизни. Это очень сложно, но мы должны здесь немного пофантазировать и реально оценить свои силы. Следующий слайд. Ну, собственно... Да, перехвачу немного инициативу на себя. Мы сейчас пройдемся по несколько конкретным моментам заполнения вашей заявки. То есть, если первая часть — это больше ваша такая духовная, идейная, это та часть, в которой вы генерите свои мысли, то здесь уже работа идет больше механической, и в дальнейшем наш вебинар будет как раз касаться именно таких вот больше технических моментов, на которых вам надо обратить внимание, потому что от этих самых моментов зависят ваши баллы. Как вы знаете, оценка, она идет по определенной бальной системе, и на нее и опытные участники, они знают, на какие именно моменты надо делать определенное вот именно давление, определенные акценты. Вот. И вот одним из таких вот моментов как раз является руководитель проекта. Кто же такой руководитель проекта для тех, кто в танке, как говорится? Руководитель проекта — это, собственно, лидер команды. Это не обязательно должен быть руководитель организации, или же это должен быть именно вот кто-то определенно ответственно именно за эту деятельность. То есть руководитель проекта может быть специалист или человек, который, вот, собственно, выдвинул идею, который в этом деле знает что-то и может продвигать этот самый проект. И руководитель проекта, он обеспечивает подбор сотрудников, то есть увлеченных профессионалов, гармонично сочетающийся энтузиазм и системный подход к решению задач. Это человек, который четко понимает командные цели и задачи собственного проекта, человек, который определяет для себя необходимость всех условий и ресурсов этого проекта, который контролирует распределение обязанностей, работает с конфликтами и поощряет тех, кто хорошо отработал. Это также человек, который распределяет роли и обязанности, ну и, соответственно, это человек, который все это может взаимодействовать не только с самим собой, но и, соответственно, со всей командой. И важно помнить, что чтобы эксперты могли полностью оценить вашу заявку, которую вы заполняете на сайте, вам надо заполнить все необходимые данные. Даже если вы их помните примерно или смутно. Скорее всего, эти все данные у вас есть, вам надо просто хорошенько поискать. Мы рекомендуем, точнее, мы даже настаиваем и обязуем вас заполнять заполнение этих самых данных производить не вручную на самом сайте Фонда президентских грантов, а через сайт Созидателей, созидатели.ру, вы как раз видите это у себя на слайде. Вот. Что же такое сайт Созидателей? Это достаточно удобный, вот как раз получается,
центр взаимодействия всех людей, сообщество лидеров социальных проектов, которых, вот, получается, объединены определенными инициативами, которые именно делают определенную деятельность для улучшения всего мира, во всем мире. Ну и, соответственно, это как раз-таки такой центр, где вы можете знакомиться, обмениваться опытом и общаться с людьми, которые как раз двигают, возможно, и такие же проекты, как и у вас. Тут есть у вас сверху, получается, как вы зайдете, кнопка «Вход». Там вы можете зарегистрироваться. Регистрация достаточно простая. Вам надо всего лишь иметь вашу почту личную, туда отправляются данные, и вы как раз регистрируете. Как же это внутри выглядит? Так, скажите, пожалуйста, на сайте Созидателей можем ли выбрать других или только своих Созидателей выбирать? На самом деле, вы можете выбирать абсолютно любых людей, в зависимости от географии вашего проекта. Так, например, допустим, если вы наследный или районный проект, и вы делаете проект по своему району, вы, в принципе, вполне спокойно можете выбрать человека-созидателя, допустим, с города Якутска. Например, можете пригласить меня как эксперта в области, допустим, аналитики, или вы можете пригласить Ольгу Анатольевну в области, это у нас есть как раз также очень хороший специалист по IT, как бы не возбраняется, и как раз они же не принимают. Почему же не принимают? Дело в том, что здесь нужно на берегу сесть, да, и понять, кто в вашей команде. Конечно, они не примут вас, если вы с ними не провели переговоры, не пригласили их в проект, если вы не рассказали, что это такое. Закрытыми глазами никто в ваш проект не придет. Но сейчас мы еще руководитель, да, закончим, и сейчас уже это вопрос про команду. Да, перейдем в раздел команды. Вот. Заполнение данных на сайте Созидателя выглядит примерно так. Я сейчас немного раскрываю свои личные данные, конечно, я надеюсь, никто этим пользоваться особо не будет, но, во всяком случае, выглядят эти данные примерно так. Особое внимание следует уделить пункту интересы, то есть вам как руководителю и вам как для человека, который подбирает людей с определенным качеством, надо обращать особое внимание на то, какими интересами тут человек увлекается. Я, например, выбрал здесь социальное обслуживание, поддержка семьи и материнства, сохранение исторической памяти по своей учебной деятельности и так далее и тому прочее. И также заполняются дополнительные сведения. Чем лучше вы заполняете эти данные, тем легче экспертам федеральным при оценке вас как руководителя понимать, насколько вы компетентны и насколько вы можете быть подходящим на эту роль. Возможно, у вас есть в команде проекта человек, который намного лучше бы подходил на эту роль, и вам нужно именно здесь показать, почему именно вы это можете и должны это делать. Так выглядит на слайде, получается, графа руководитель проекта. Здесь есть как раз все эти данные. ФИО, ученое звание, рабочий телефон, рекомендации, письма. И всех надо иметь, и всех надо загружать. И когда вы переходите в режим, получается, редактирования, у вас есть пункт «Поиск на портале Созидателей». Там вы вводите фамилию, имя, отчество человека, можете, если знаете почту, ввести его почту. И допустим, мы как раз тут ввели Куприян Дмитрий Михайлович, и тут появляется единственный, к сожалению, неповторимый Дмитрий Куприянов. Я еще хотела бы дополнить, зачем нам Созидатель вообще, зачем? И первоначально, когда только этот портал появился, мы когда разрабатывали проекты, мы думали, нужно ли нам регистрироваться. Во-первых, я хочу сказать, это нужно для прозрачности вашей организации. Это такой единый портал всех лидеров, участников проекта, активных людей, которые так или иначе закручены, в социальных проектах Российской Федерации. И когда вы в следующий раз будете писать, разрабатывать новый проект, вы просто будете приглашать по фамилии, имя, отчеству своих коллег, сотрудников, партнеров. Ваш проект не нужно все это будет вбивать заново.
Это очень ускоряет процедуру заполнения заявки, это убыстряет и сохраняет данные. Эти данные нужно каждый раз, кстати, чуть-чуть обновлять. Да, из года в год. И я думаю, что вообще в будущем мы даже предлагали на портале гранты главы Республики Саха-Якутия, чтобы так или иначе мы тоже созидатели могли к себе приглашать людей. И тут вот опять у нас мы продолжаем вопрос. Так, чтобы подключить созидателя к своему проекту, я обязан поговорить с ним, общаться, объяснить о своем проекте, попросить, чтобы подтвердили. Так получается. Ну, видите, тут есть два варианта. Очень желательно, чтобы вы, конечно, поговорили с ним заранее, на берегу определили. А можете, если вы заполнили все необходимые данные своего проекта, вы можете просто скинуть ему приглашение, и тогда, когда человек, вот, которого вы пригласили, зайдет, посмотрит, поймет свою роль и примет, то почему нет? это, наверное, следующий. Да, это уже к команде. Да, это уже к команде непосредственно. Руководитель-то наверняка понимает, что Да. он делает, ему приглашать не надо. А вот в команду, да, действительно, может быть так, что в команду может войти человек-эксперт, да, эксперт в этой области из Москвы. Но, конечно, здесь нужно договариваться на берегу. И заполнять все-таки все данные своего проекта, чтобы человек, увидел. Да, он увидел, куда, на что он подписывается, и чтобы он определял для себя, нужно Я это ему или нет. даже хотела бы добавить, вот 2 сентября был вебинар, я очень внимательно прослушала Илью Чекалина, и он сказал, что НКО вы должны быть честными, и если вы говорите о том, что в вашем проекте будут участвовать, ну, знаменитые какие-то люди, достаточно известные, то мы при проверке, при экспертизе можем позвонить этому человеку, данные все указаны. И если этот человек скажет, что он впервые слышит о проекте, и его данные просто используют, то эта организация заносится в черный список. Вы понимаете, да, всю серьезность ситуации. Дело в том, что когда мы идем в фонд президентских грантов на конкурс, мы идем за федеральными средствами, которые были выделены по указу Владимиром Владимировичем Путиным. И мера ответственности и зона ответственности, она настолько высока, что мы не можем здесь просто пальцем в небо. Здесь, конечно, должна быть четкая проработка всех деталей. Конкретность действий и конкретность в команде, да? Вот, тут еще один вопрос поступил. Скажите, пожалуйста, возможно ли нам подключить созидателями руководителей общественных учреждений и пожарной охраны с других районов республики? Вопрос достаточно сложный на самом деле. Партнеры. Партнеры. Тут Нет, смотрите. Именно, видите, как руководителя проекта. А возможно ли нам подключить созидателями руководителей? Но вы их хотите подключить в качестве... Руководителя проекта? Нет, я думаю, что в команду, да? Вы хотите в команду включить. В команду можно, как консультанта, например. У меня вопрос. Если это пожарная, значит, дружина, допустим, Мадуцкий наслед Намского улуса, то здесь они могут быть только партнерами вашими. И здесь тогда в первом блоке о проекте вы можете взять от них письмо поддержки или соглашение о сотрудничестве, и они будут вашими партнерами. Чисто территориально должна быть такая организация, которая может подключать к себе из других районов, да, людей в команду. Здесь нужно опять же смотреть. Помните, был слайд про географию? Ваша организация будет реализовывать проект где? В поселке, городе, районе или регионе, или во всей Российской Федерации. Поэтому, конечно, ваша команда в первую очередь должна состоять из жителей и членов вашей организации. Да? В данном случае это, скорее всего, будет, да, именно как партнер, потому что он же все равно будет именно советовать или это. Если он именно приезжает и помогает, то тут надо определяться уже и согласовываться. Вот про команду да, мы сейчас как раз пойдем по команде. Команда уже тема тоже достаточно интересная, то есть команда проекта отличает следующий набор характеристик. Во-первых, необходимо наличие общей цели.
Для социального проекта это достаточно важно, чтобы члены команды не только знали поставленную перед ними цель, но и разделяли ее между собой. Во-вторых, важна совместная согласованность их деятельности, то есть команда эффективна, когда компания сталкивается с привнесением чего-то нового в свою деятельность, а социальный проект изначально ориентирован именно на инновационную эту деятельность. В-третьих, конечно же, эта команда не только осуществляет некоторый набор действий, но также несет полную ответственность за свою деятельность. Ну и в-четвертых, члены команды обладают определенным набором качеств, позволяющих работать вместе, а также квалифицированно выполнять свои функции, именно свои функции. То есть один специалист не должен делать работу за всех. Это команда на то и команда, что работают все вместе на одну идею. Ну и, естественно, конечно, важно помнить, что чтобы эксперты могли полностью оценить вашу заявку, надо заполнять все данные. Заполните один раз и на сайте Созидателей, и это все будет хорошо. Все-таки электронные варианты жизни, это, конечно, очень круто. Мы, как новое поколение молодых людей, это прям вот ярко топим за это, но стоит понимать даже, и мы прекрасно понимаем, что иногда эти сайты виснут, иногда бывают определенные проблемы, и если вы полночи заполняли свои данные, а потом случайно на нее нажали кнопку «Сохранить», и оно пропало, то это будет обидно как и вам, так и нам. Поэтому заполните один раз на Созидателях, и все. Какая чудесная картинка, Дмитрий. Да. Долго выбирали. Достаточно долго. Но она именно вот показывает о том, кто, что и почему. Дополнить про команду могу. Допустим, у нас вот проект сейчас получил поддержку, мы еще называли ковидный конкурс, да, ФПГ спецконкурс, мы победили. У нас есть одно направление в фонде «Семья для ребенка», это поддержка выпускников детских домов. И я думаю, что, может быть, поддержку мы не получили, если бы у нас в команде не были профессиональные психологи, да, которые будут работать с такой, ну, уникальной, я считаю, целевой группой, профессиональные юристы, которые могут представлять в судах выпускников детских домов интересы, да, и опыт еще у команды и у руководителя, желательно, если мы идем на больше, чем 500 тысяч, давайте уже так говорить, то опыт команды и руководителя должен быть представлен благодарственными письмами, соглашениями о сотрудничестве, опыт участия в проектах, опыт реализации каких-то, может быть, там кандидатские степени или ну, почетные грамоты. Поэтому не надо стесняться. Мы иногда, представители некоммерческого сектора, очень скромные и не выпячиваем свои награды, но если они есть, то будьте любезны, для экспертов и для поддержки это очень важно. То есть именно вы показываете самого себя, когда самопрезентуете себя как компетентную специалиста в вашей теме. Ну вот, и тут то же самое, как и с руководителем проекта, надо нажать «Добавить через Созидатели». Необходимо проверять всегда, зарегистрировался ли человек на портале Созидателей, и если он точно. Поэтому мы рекомендуем заранее договариваться, заранее проверять, если это свои люди. Я уверен, что многие из вас уже имеют за собой свою команду, своих людей, в которых они уверены, и с которыми они еще не один проект делали и будут делать. И поэтому проверяйте, если они на Созидателе или нет. Вот. Если ваш проект, в вашем проекте все ваши члены команды, руководитель проекта внесены через Созидатели, и если они заполнили полностью все данные, и они именно компетентно подходят по вашему проекту, то вам могут поставить от 8 и более баллов. У нас, во всяком случае, подтверждено было на ковидном конкурсе 8 баллов, да? Все были полностью загружены через Созидатели, так что это достаточно большой стимул. Очень многие проекты не проходят по баллу или по полбалла только из-за того, что как раз-таки многих вводят вручную, а это уже потеря достаточно больших баллов. Видите, это достаточно сильный удар.
Вот. Ну и мы сейчас готовы ответить на ваши вопросы. И если у вас еще остались какие-либо вопросы, мы просим вас написать эти самые вопросы в чате. Как раз у нас вот 4:10. Может быть, мы даже успеем зайти на вебинар от Фонда президентских грантов. Мы еще раз рекомендуем всем вам просмотреть в YouTube-канале все эти видео обучения с Фонда президентских грантов самого, так как там очень компетентные, очень хорошие эксперты рассказывают, доступные, понятные, очень живо. И красивые. И красивые, да. Как же не без этого. Ну, я надеюсь, мы тоже достаточно... Дима, вы красивый, да. мы Давайте красивые. к вопросам перейдем. Есть ли вопросы, коллеги? Сейчас я попрошу экспертов ресурсного центра указать наши все. Вот, Кто как раз уже таки указали, ага. Надежда Моисеевна, респект. Вы супер, да. Да, вы супер. Телефон администратора, электронная почта, страницы в Инстаграме, Фейсбуке, YouTube-канал. Так, должность или роль в заявленном проекте, как лучше написать. Но вообще, конечно, мы понятие должность мы убираем. Вообще вот эта должность, должностные инструкции. В некоммерческом социальном проекте мы это убираем. Конечно, роль. Роли в проекте обычно распределяются руководитель, вот у нас есть координатор, методист, у нас есть специалист по информационному сопровождению проекта, у нас есть юрист, у нас есть там эксперт-аналитик, например. Вот в проекте это не обязательно будет так, как в вашей организации. Генеральный директор и там специалист, ведущий специалист. Мы рекомендуем как координатор, скорее всего, так будет лучше. Помощник руководителя, да. Как координатор пойдет. Заместитель руководителя может быть, но вот когда мы смотрим другие, да, проекты, которые выиграли, кстати, ФПГ очень часто на примерах показывают, что очень здорово, мы просто не имеем права показывать на примере других проектов без их разрешения, то чаще всего мы слышим такие, как вот руководитель, координатор, потом мы даже видели архитектор проекта, какие-то новые, менеджер проекта. Это тоже зависит. А иногда бывают прямо узкие специалисты, психолог, юрист, педагог, социальный работник и так далее. Организатор тоже может быть, но он кроме организации, скорее всего, будет у вас заниматься еще там и отчетностью, да, еще координацией движений каких-то. Вот мне координатор очень нравится. Мне кажется, в проекте координатор слово очень такое неплохое. Но вы можете посмотреть еще и у коллег спросить, может быть, еще есть какие-то. Кстати, надо подумать. Можете, в принципе, еще в интернете посмотреть идеальный тимбилдинг или же... Этот очень много англицизмов сейчас, мы даже не все, вот SMM-менеджер, например. Да, это тот, который вот сидит в соцсетях и полностью ведет информационную подсветку и социальную рекламу проекта. В одном из крупных проектов такого вот именно федерального масштаба я видел даже отдельную должность копирайтера, прям вот, который вот именно занимался непосредственно разработкой вот текстов и писем. Так, и запись будет. Вы на YouTube-канал, пожалуйста, наш подпишитесь. Вам будут приходить оповещения, да, что у нас новое что-то приходит. Там очень много роликов. Да, колокольчик еще нужно. Здорово. Да, нужно будет нажать колокольчик. Подписывайтесь, ставите колокольчик. В комментариях бюджета что писать? Ну, во-первых, календарный план, бюджет мы с вами запоминаем, да? А можно здесь написать, кстати, 22-го в 15:00 в следующий вторник мы с вами встретимся. Будем продолжать разговор и задавайте вопросы по календарному плану про бюджет. А сейчас могу сказать, что если мы с вами пишем руководитель проекта, и в комментариях мы должны написать, сколько часов в неделю он работает, сколько 1 час вы заложили за его деятельность, да, какую функцию он будет выполнять. Руководить, представлять в органах исполнительной власти, проводить семинары, участвовать в изготовлении, я не знаю, в разработке информационно-методических материалов там, и так далее, и так далее. У координатора
координировать все действия, опять же, проводить какие-то мероприятия, участвовать в разработке и сдаче аналитической отчетности и так далее. То есть в комментариях там должно быть очень подробно. Если вы куда-то летите, то у вас должна быть ссылка на перелет Москва-Якутск, например, в среднем, S7, на примерные даты, будет стоить столько-то, и прикрепляйте, прямо ссылочку туда ставите, потому что эксперт из Рязани, он не поверит, что перелет Тикси-Якутск стоит 56 тысяч рублей, он не поверит, поэтому мы должны подкрепить это все, понимаете? И это вообще бюджет, там очень... У нас будет в эфире в следующий раз, вы встретитесь с Надеждой, Тамаряковой и Сарданой. И мы будем говорить про организацию, календарный план и про бюджет. Ну, в принципе, мы завершаем. Время самый дорогой ресурс. Можете поставить плюсики, можете реакцию. Если вам понравилось, то это здорово. Если что-то не понравилось, тоже напишите, это важно для нас. Обратная связь для нас. Мы готовы вас консультировать, звоните по телефону, мы готовы посмотреть готовые на 100% заявки, сделать экспертизу, если вы нам доверите. Мы готовы вас сопровождать потом при отчетности в случае победы. Я думаю, что в следующий раз единичек будет больше. Да, я прям уверен. Да? Ну, этот, как мы уже говорили в начале, если кто подключился позже, пожалуйста, напишите вашу фамилию, имя, отчество, организация, телефон, чтобы мы могли с вами связаться, чтобы и вы могли с нами связаться, и мы могли взаимодействовать. И у меня, знаете, Ольга Анатольевна, достаточно интересная мысль появилась. У нас вот как раз до 15 октября есть еще некоторое время, мы можем, наверное, встретиться с ними, если наши слушатели хотят, именно по проекту, по чек-листу, и прямо вот какой-нибудь проект прогнать полностью по чек-листу, чтобы они потом на основе этих вот опытов могли проверить свои проекты, если, конечно, вы сами не против. Отлично, предлагайте, звоните, Да. Мы готовы сделать вот такую внеплановую Zoom-конференцию в течение этой недели для того, чтобы, возможно, прямо вопросы-ответы. Да, конкретно вы говорите, здесь что заполнять, что не заполнять, это нужно и так далее. Именно в формате такого живого прямого эфира. Так, про приемы. Мы, коллеги, сдали все анализы на ковид сегодня. Сегодня. Ждем результатов. Поэтому пока мы работаем онлайн, потому что у нас были случаи из сотрудников, к сожалению, уже перенесли заболевания. И в данный момент мы корпоративно все сдали анализы. Если мы будем переходить, ну это уже после 18-го, да, мы четко в рамках указа главы республики действуем для того, чтобы сохранить и ваше здоровье в том числе. Поэтому сейчас мы пока в ожидании результатов. Пока что онлайн работаем, но мы на связи всегда. Хотелось, чтобы дали оценку, заполненную заявку, как вы можете нам... Смотрите, если вы доверяете мне, Дмитрию, нашим коллегам, вы отправляете, заполняете заявку на 100%, отправляете нам пароль и логин, мы ничего не трогаем, заходим, проверяем, созваниваемся и говорим. Или пишем вам почту, 1, 2, 3, что нужно исправить. Понятно? Угу. А можете перевести заявку в PDF. Такое возможно. Там, где печать, в левом крайнем верхнем углу, вы переводите в PDF. Если вы не нам доверяете, ну, это тоже опасно, да, наверное. Кто-то думает, что это опасно. Почему нет? Это собственность интеллектуальная. Тогда в PDF вы нам отправляете на почту. Хорошо бы еще отзвониться и сказать, мы отправили, и мы опять же проверяем. Еще очень вас просим, коллеги, примите, пожалуйста, в исследовании. Да, в исследовании потенциала гражданского Вам общества. отправим ссылочку, вы свои телефоны нам оставили и почты. Мы просим вас пройти анкету онлайн. Опять же, не надо ничего бумажно заполнять. Это важно. Мы это все предоставим главе республики. И вы тоже увидите.
это исследование. Все это мы делаем в рамках заказа представителя правительства. Очень полезная информация. Нам очень радостно было с вами встретиться, мы будем продолжать. Спасибо, наши координаты вы видите. До новых встреч, встречаемся в следующую неделю. Если у вас появится запрос, то можем встречаться в любое время в Zoom, по телефону, пока WhatsApp и на почте. Да, можете отправлять свои предложения, свои идеи, свои отзывы также вот на наши почты, на наш телефон рабочий, на номере администратора WhatsApp имеется. Можете, получается, как раз предлагать свои идеи, чтобы мы могли как раз координироваться и дать вам именно то, что вам необходимо. И мы поэтому очень сильно обращаем внимание на то, чтобы вы дали обратную связь. Мы можем рассказывать практически о чем угодно, но вот, будет очень хорошо, если у нас будет некоторая опора на ваши предложения. Поэтому ждем ваших идей, ваших предложений. И всем удачи, всем спасибо. Всем до новых скорых встреч на вебинарах. И юристу привет. Славе передадим. Спасибо. Пока-пока. Всего доброго. До свидания.